Кайырлы күн, менің атым Инна, бұрын Санкт-Петербург қаласында тұрдым. То есть на тот момент казахский для вас был совершенно иностранный язык. Я его никогда не учила, я его начала учить, когда мне было 25 лет. Инна делает большие успехи, чем даже те, кто живут в Казахстане десятками лет. Первый раз, когда я услышала казахскую речь, я подумала, что я бы никогда в жизни не стала учить казахский язык. Почему? Вначале на каждый урок я тратила где-то от 4 до 6 часов. Я почувствовала, что я попала в эту волну поднятия казахского языка. Можно не стесняться. Да. Далаха барамыз ба? Далаха барамыз. Я помню, что вы говорили, что хотите, чтобы свадьба прошла в казахском стиле, чтобы все было казахша. Для меня удивительно, насколько долгими могут быть поздравления. Битва. Кажется, в прошлой жизни вы были казашкой. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, көңіл-күйлеріңіз қалай, қалдарыңыз қалай? Сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Бүгін бізде кезекті подкаст сұхбат форматында болайын деп тұр. Және бүгінгі менің қонағым сіздерге ерекше ұнайды деген ойдамын. Бүгін біз сіздермен ақылды да сұлу, көрікті қазақ тілін үйренуде аянбай еңбек етіп жүрген Инна ханыммен әңгіме айтып, сұхбаттасқалы отырмыз. Дорогие наши зрители, Инна наша ученица, пришедшая к нам на курс по обучению казахскому языку. Я пригласила ее, чтобы рассказать нашим слушателям, что мотивирует ее изучать казахский язык, как все начиналось и почему Инна делает большие успехи, чем даже те, кто живут в Казахстане десятками лет. Инна, сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Сізді көргеніме қуаныштымын. Көңіл-күйіңіз қалай? Сәлеметсіз бе, Динара? Көп рахмет, менде бәрі жақсы, ақырындап, көңіл-күйім тамаша. Ал сіз қалайсыз, көңіл-күйіңіз қалай? Рахмет, Инна. Мен сізді көріп отырмын, сол үшін көңіл-күйім өте жақсы, өте тамаша. Әдемі болып отырсыз. Көп рахмет. Жақсы, Инна, біздің көрермендерге өзіңіз туралы айтып беріңіз. Барлығына сәлем, қайырлы күн. Менің атым Инна, менің атым жаным Жаланкузова Инна Алексеевна. Мен 26 жастамын. Қазір мен Алматы қаласында тұрамын. Мен бұрын Санкт-Петербург қаласында тұрдым. Қазірге уақытта мен менеджер SMM және маркетолог болып жұмыс істеймін. Мен жеке бизнесім бар. Біздің компания J&Y Group деп аталады. Мен оны досымен біргешті. Біргешті. Менің досымен аты Жібек. Жібек, сәлем. Сәлем, Жібекке. Мен бұрын университетте 6 жыл инженер болып жұмыс істедім. Мен отбасым бар. Отбасымда 5 адам бар. Олар мен, ата-анам, күйеуімнің қарындас, және күйеуім. Тамаша, өте жақсы. Жарайсыз, Инна. Құрметті көрермендер, Иннаға қолдау көрсетейік және пікірлеріңізді жазып, Иннаға жылы-жылы сөздеріңізді жаза отырыңыздар. Итак, Инна, от тебя хотелось бы добавить, дорогие зрители, Инна, когда пришла к нам на курс, если не ошибаюсь, это было прошлым летом, в июле, вы присоединились к полному курсу в июльский поток, и тогда вела Zoom и я. Да, я увидела вас тогда впервые, и когда вы рассказывали о себе, сказали, что живете в Санкт-Петербурге. Для меня это было очень удивительно, даже все ученики удивились, мы все ахнули, какое у вас хорошее произношение, почему вы изучаете казахский язык. То есть на тот момент казахский для вас был совершенно иностранный язык. Да, все верно. Он до сих пор остается для меня все-таки иностранным языком, потому что я его никогда не учила. Я его начала учить, когда мне было 25 лет. Уже во взрослом осознанном возрасте. Получается, почти год назад.
До курсов казахского языка с Казлайн я знала только алфавит и знала, что нужно ставить ударение на последний слог, и да, что есть определенные звуки, которых нет в русском языке, и что нет предлогов. И все же у меня такой вопрос, почему казахский, почему не китайский, французский, испанский, почему вы выбрали для себя казахский язык? Ну, во-первых, стоит сказать, что меня всегда окружали ребята из Казахстана, потому что в университете у нас достаточно много студентов из Казахстана. У меня друзья все казахи, и мой муж тоже казах. О, да. бәсе. На тот момент мы уже встречались больше 2 лет. Общались, дружили. Но инициатива изучать казахский язык все-таки как бы... Да, она была от меня. Вообще, первый раз, когда я услышала казахскую речь, я подумала, что я бы никогда в жизни не стала учить казахский язык. Почему? Дело в том, что мои друзья из Атырау, они обычно ругались на казахском языке, и надо сказать, что в Атырау все-таки более грубая форма произношения, такие грубоватые звуки, и я думала, господи, они... Вот я знаю немецкий язык, и это было приближенно к звучанию немецкого языка, и я думаю, мне достаточно немецкого, казахский я учить не буду. И я решила учить корейский язык. Вот. А потом, где-то, наверное, спустя пару лет после того, как я решила, что я не буду учить казахский язык, я услышала, как моя подружка Аяужан, она жила в Усть-Каменогорске, она разговаривала с мамой по телефону. И у меня было ощущение, будто она не говорит, а поет. И я решила, что на такой красивый язык я должна выучить. К тому же на тот момент я уже знала, что я перееду в Казахстан, я буду здесь жить, я буду здесь работать. И я считаю, что речь нужно знать. Тем более страны, в которой вы собираетесь жить. Керемет. Аяужан, Иннаның құрбысы, сізге көп рахмет. Сіздің арқаңызда Инна қазақ тіліне ғашық болған екен, я? Тамаша. И все-таки я помню, что вы изучали казахский язык прям полностью, выполняли все упражнения, делали воркбуки, плюс посещали Zoom занятия. Я знаю, что это тяжело, как бы ученикам, которые живут в Казахстане, тяжело, а вам, который находится за пределами Казахстана, изучать язык с нуля, да еще как бы вкладываться полностью в изучение языка. Расскажите, сколько времени на это уходило? Вначале на каждый урок я тратила где-то от 4 до 6 часов в день. И мне приходилось очень сильно мучить моего куратора Женерке. Я все время: Женерке, как произносится эта буква? Женерке, помогите написать поздравления на казахском языке. На самом деле больше мне помогала, наверное, цель изучения казахского языка, потому что первое, что мы делали, мы говорили на русском языке, да, какие все-таки у нас цели, для чего нам нужен казахский язык. И первая и основная цель в изучении казахского языка у меня была вообще популяризация казахского языка, потому что я считаю, что сейчас, спустя 30 лет независимости, Казахстан встал на тот путь, чтобы свой язык популяризировать. И я почувствовала, что я попала в эту волну поднятия казахского языка, да, изучения казахского языка в тот момент, когда пришло осознание того, что очень многие артисты сейчас начали на казахском языке говорить. Появились интервьюеры на казахском языке, книжки появились на казахском языке. Так смешно было, я зашла в Марвин, в магазин в Алматы, и увидела книжку «Ушноян». Трим Ушноян. Ушноян, ага. Это 3 мушкетера. И я тогда решила, что все-таки я вовремя начала учить казахский язык, потому что вот она, эта волна поднятия казахского языка. Больше становится языка, больше становится слов на казахском языке, больше появляется, да. И вот она основная цель изучения казахского языка, она меня больше всего мотивировала. А потом очень сильно обрадовались Ажека с Аташкой, бабушка и дедушка моего мужа.
что я начала учить казахский язык, и они со мной на казахском разговаривают. Керемет, они у вас говорят на казахском? Да, они говорят на казахском. В семье мужа мы в основном общаемся на русском языке, но уже мы здороваемся на казахском языке, говорим «приятного аппетита» на казахском языке. То есть казахский даже в семье, он начал больше употребляться, чем это было раньше, до того, как я его начала учить. Вот. Интересно. Потом, когда я вот переехала недавно в Казахстан, мне нравится, как люди реагируют на то, что я знаю казахский язык. Мне нравится получать эту обратную связь, да, это поднимает мою самооценку. И это еще одна цель в изучении казахского языка — поднятие собственной самооценки, потому что если я, например, сажусь в такси, и я говорю «сәлемет сізбе», они такие «о, кім бұл қазақша сөйлеп отырған» и так далее. Да. Бесплатно не подвозят вас? Нет. Яндекс.Такси. Яндекс.Такси. Жақсы, Инна. Көп рахмет сізге, өте қызықты. Сейчас мне хотелось бы, прежде чем вступить во второй блок нашей с вами беседы, поиграть в грамматику. То есть я буду вам задавать вопросы, а вы будете мне отвечать. Или же сделаем так. Начнем с 5 фраз, которые вы часто используете в речи. С 5 казахских фраз, хорошо? У нас есть собака. Ее зовут Фоли, ей 3 года. И самая частая употребляемая мною фраза казахского языка — это «далаға барамыз ба?». Я с собакой на казахском все время разговариваю. Интересно. И это 2 фразы, которые... Можно не стесняться. Да. Чаще всего использую это, я ей напеваю «далаға барамыз ба? Далаға барамыз». Интересно. Бірінші фраза, я? Да, бірінші фраза. Следующая фраза — это «ас болсын». О, приятного аппетита. Да, приятного аппетита. «Кездескенше». Увидимся. Увидимся. Я эту фразу говорю ажеке. Это мамы моего мужа. И мы часто к ней ходим в гости, я ей всегда говорю «кездескенше, ажем». Ей очень нравится эта фраза, да. «Сау болыңыз». Сау болыңыз, 4-я фраза. И «сәлем», «сәлемет сізбе». Сәлем. Но можно сказать, что эти фразы я использую одинаково, да, «сәлем», «сәлемет сізбе», «сәлемет сіздерме», «қайырлы күн», «қайырлы таң», «қайырлы кеш», «қайырлы түн». Эти фразы я использую одинаково. Да, это все форма приветствия. Хорошо. А есть какие-нибудь интересные фразы, типа такой, знаете, «не беси меня», или типа «не морочь мне голову», что-нибудь такое? Кетшебар. Вот про это хотел. Кетшебар. Кетшебар, ага. Интересно. Кеттік. Кеттік, да. Пошли, поехали. Да. Классно, здорово. Тезрик бол. Я все время мужу говорю, потому что он дольше всех одевается, как это ни странно. И я ему говорю, тезрик бол, тезрик бол. Здорово, супер. Тезрик бол, классно. И естік жап. Есік жап? Есік жап. Есік жап. Терезе жап, есік жап, да? Да. Да, вот такие вот фразы, они очень нужны в речи. Жақсы, это была первая игра. Второе. Мне хотелось бы спросить различие между 2 падежами. Барыс септігі және жаты септігі. Если говорить так, чтобы поняли слушатели, которые говорят на русском языке, то есть орысша, барыс септігі — это падеж, который употребляется тогда, когда мы куда-то направляемся. Супер. А жатыр, жаты септігі — это когда мы где-то находимся. Например, уйге — это домой. Уй — дом. Гаге — каке, там это окончание. То есть уйге — домой, то есть куда направляюсь? Домой. Я, например, с собакой гуляю, я ей говорю уйге барамыз ба, мы домой пойдем. Да. А если мы находимся в доме, то мы говорим уйде. Да, уйде. Да. Это самая часто совершаемая ошибка изучающих, потому что в русском же языке есть предлоги «в» и «на», которые показывают как направление, так и местоположение, но здесь есть разница все-таки. Гаги, каки, да, это как направление, тади, тате, местоположение. Супер, отлично. Вопрос номер 3. Откуда взялось понятие, что казахи делают все лежа? Это очень забавно, на самом деле. Я даже
первый раз смеялась до слез, когда начала изучать этот вопрос. На самом деле есть время глагола, которое называется на казахском «накосышак». Его казахи употребляют в том случае, если вы что-то делаете прямо сейчас. Например, я сейчас сижу. Казыр мен отырмын. Дұрыс, отырмын. Есть глаголы, которые добавляются к действию. Отыр, жатыр, и тур, и жир. И жир, да. И самое употребляемое — это жатыр, то есть лежа. То есть этот глагол можно употреблять постоянно. Можно вообще про 3 последних глагола забыть и употреблять только жатыр. Да, и бара жатырмын, и ұйықтап жатырмын, да, и чай ішіп жатырмын и так далее. Скажите, кто вам об этом рассказал? Откуда вы узнали? Я узнала это на курсах казахского языка в Казлайн. Да, так проще было запомнить на самом деле, что вот ты вспоминаешь, что казахи все делают лежа и сразу на косышак. Супер. Отлично. И отсюда вытекает следующий вопрос. Расшифруйте, пожалуйста, мне следующие сокращения. Баратрым. Что за баратрым? Это бара-жатырм. То есть сократилось 2 глагола. Бара — идти, жатыр — действие, да, совершается прямо сейчас. То есть бара-жатырмын — я иду сейчас, прямо сейчас. То есть я иду, например, по улице. Или можно просто сказать Баратрым. Но я не употребляю в основном сокращение, потому что для меня это пока что сложно. Мне хочется полно разговаривать. Я пока погружена в атмосферу произношения полного. То есть я не тороплюсь в казахском языке. Вообще идеально, классно. Да, баратрым. И как бы есть следующий глагол келятрым. Ну, это приближаться к чему-то. То есть вот я уже почти дошел до какой-то цели. Да. От то же самое. Келю. Да. Келеп. Келе жатырым. Да. Келе жатырым. То есть жа выпадает и как будто бы келятрым. То есть чаще носители используют не полную версию, а наоборот сокращенную. Баратрым, келятрым и так далее. И сокращение номер 3 аняка-маняка. Слышали такое? Туда-сюда. Да. Либо в ту сторону, либо в эту сторону. Да. Например, аняка барайық, да? Ана жаққа барайық. То есть раскрываем. Ана жаққа. Ну, опять-таки же выпадает и как будто бы я есть. Аняка, маняка. Она жаққа, мына жаққа. Дорогие зрители, если вы не знали про эти сокращения, то сейчас вы можете записать и как бы использовать в речи, если вам не сложно использовать сокращенные глаголы. Тамаша Инна Жарайсис, я думаю, вы отлично справились с этими вопросами. И хотелось бы спросить, и сколько вы в итоге изучаете казахский язык? С перерывами, без перерыва? Ну, если учитывать курсы, то, конечно, с перерывом, да, то есть я была на одном курсе, потом на следующий курс пошла. Сейчас я жду, когда продолжится мое обучение, да, это где-то через месяц я снова пойду на курс 2-месячный, с перерывами год, но в перерывах между курсами я все равно продолжаю общение с куратором, и я веду бизнес свой, и с казахоговорящими я стараюсь разговаривать на казахском языке. Все равно в речи я его постоянно стараюсь использовать, казахский язык. Интересно. Теперь у меня к вам вопросы про вашу семью новую, про вашу свадьбу. Я знаю, что в декабре, да, прошлого года у вас состоялась свадьба. Шын жүректен сізді құттықтаймын. Өкінішке орай келе алмадым, да, вы меня позвали, но я в это время не смогла, но я искренне рада за вас и желаю счастья. Теперь, это очень основной и важный блок сегодняшнего нашего подкаста, интервью. Скажите, как состоялась свадьба? Как все прошло? Я помню, что вы говорили, что хотите, чтобы свадьба прошла в казахском стиле, чтобы все было казахша. Расскажите, пожалуйста. Да, свадьба прошла в казахском национальном стиле. У меня было казахское национальное платье. Красиво у нас бомбоньерки, то есть комплименты для гостей были тоже в казахском национальном стиле. Мы соблюдали определенную часть традиций. У нас все прошло так, как запланировано было.
И гости нас поддержали очень сильно, все пришли в национальных костюмах, особенно женщины. И в целом событие было достаточно большое, потому что у Ажеки с Аташкой в этот же день была свадьба, но только 56 лет назад. И у нас была такая как бы дань поколению старшему и как бы передача традиций из семьи в семью. Надо же прям в этот день. И у нас были пригласительные, такие же, как были у Ажеки с Аташкой, потому что мы нашли их пригласительные. В целом все прошло суперски. И больше я благодарна гостям, которые все-таки соблюдали просьбу прийти в национальном стиле. Это было очень красиво, очень ярко и с душой. Керемет. А мне интересно, вот Тамада вел той на каком языке? Казахша, орысша. Казахша, орысша. Да, все на двух языках. А тосты были на каком языке тоже? В основном казахша, но и орысша тоже, да. А что-то запомнили из пожеланий? Конечно. Бақыт. Бақытты болыңыздар. Бақытты болыңыздар. Денсаулық. Зор денсаулық тілеймін. Да. Но в целом, в основном, конечно, люди говорят одно и то же, но разными словами. И надо сказать, что для меня удивительно, насколько долгими могут быть поздравления. Это же битва, чтобы высказаться, пожелать. Очень много хороших слов было сказано. Все хотят выступить, все хотят. Всем улькен рахмет. Да, классно, интересно. Инна, я вижу ваше обручальное кольцо, очень красивое. Тоже в казахском стиле. Да. Прям все казахша. Мне кажется, в прошлой жизни вы были казашкой. Да. Нет? Да, где-то там в степи моя душа. Жақсы. Очень красивое колечко. Тогда сізді шын жүректен құттықтаймын. Значит, вы изучаете язык, и не только язык, еще и культуру, казахскую культуру. Вот вы пришли в новую семью. Скажите, какие казахские традиции и обычаи вы соблюдаете? Как бы, может быть, сәлем салу, не знаю. Что есть? Ну, основная это все-таки касательно дастархана, да, стола. Как еду выносить, в каком порядке чай наливать, сколько чая наливать, сколько молока, сколько заварки, сколько воды, да. Такие традиции в семье у нас соблюдаются, да. Уважительное отношение к старшему поколению. А так не сказала бы, что мы прям очень много традиций соблюдаем. Но основные стараемся соблюдать. Сіз бәріне чай құясыз, иә? Иә. Орамал киесіз ба? Платочек? Нет? Ну, когда мы проводили сырха салу, надо сказать, что это тоже отдельная традиция, да, когда мне вешали серьги, у меня... Когда мой муж делал мне предложение, он мне надел кольцо на палец, но это была дань европейским каким-то традициям, потому что казахи не делают с кольцом предложения. Проводится сырха салу, и они у меня как бы одного комплекта серьги и кольцо. И тогда мне тоже надевали платок на голову. Да. И с этим же платком мы проводили традицию поклона гостям. Беташар. Беташар мы проводили, у нас был дамбрист, всем гостям делали беташар. Чуть ли не забыла, я помню, вы выкладывали в Инстаграм, как вы пели песню на Узату, может, или на свадьбе, не помню точно, на казахском. Да. Песню Айналайын. Да. Пожалуйста, спойте для наших дорогих зрителей. Эту песню я пела для своего супруга, это был сюрприз, который тщательно скрывался, никто не знал, что я его подготовила, кроме меня, организатора свадьбы и ведущего. Да. Родители не знали, и мой муж даже расплакался, хотя он у меня не такой сильно чувствительный, но это было очень приятно. У меня мурашки. Сейчас я вам постараюсь напеть ее. Давайте. Өзің едің терегімде, жыр боп тындың жүрегімде, менің кемен орге жүзсе, сен қуандың алғашқы рет. Жарқын құшақ жайған аям, мені кемен сай болайын. Мені сүйгем жүрегімнің лүпілінен айналайын, айналайын,
Мені сүйген жүрегімнің лүпілінен айналайын. И мы с мужем посвятили также на казахском песню нашим Ажеке Саташкой, потому что это был тоже их праздник. Мы пели им Туускандарым. Туускандарым? Да. Ол қандай? Я не помню, сейчас я вам скажу точно автора песни. Ага. Современная песня или? Современная песня. Абдулла Асылжан. Білмеймін. Если честно, не знаю. Жақсы, күшті. Инна, спасибо, что напели песню. Очень интересно послушать вас. Наверное, все гости сидели с открытым ртом, потому что вы девушка славянской внешности, қазақша көйлekпен, да, в саукеле, поете казахскую песню. Это, мне кажется, вообще... Для меня было очень важно все-таки спеть именно на казахском языке. Я могла бы спеть и на английском, и на русском, но так как свадьба была традиционная, в казахском национальном стиле, я хотела именно эту песню спеть, потому что, плюс ко всему, это любимая песня моего мужа. Да. Прекрасно. Знаете, когда мы с вами встречались летом со всеми участниками курса, мы все удивились, что вы прям... настоятельно изучаете язык, плюс еще изучаете историю Казахстана. Вы про көшпенділер, да, кочевники рассказывали. Да. Это очень удивительно. Это действительно вам интересно? Да, мне действительно интересно. Я прочитала книгу сначала «Жестокий век». Мне посоветовал супруг ее прочитать. Потому что историю относительно скучно изучать, даты, что-то, а читать... исторические романы всегда очень интересно. Я вот прочитала «Жестокий век», это книга про Чингисхана, да, про его становление от его рождения до его смерти. И потом я начала читать «Кочевников». «Кочевники» — это вообще потрясающая книга, которая позволяет узнать историю того Казахстана, какой он был до того момента, как вошел в состав России, Российской империи на тот момент. Да, почему они вообще вошли в состав Российской империи, и в целом, что такое казахское ханство. И самое удивительное для меня, что я подчеркнула из этой книги, что казахи — это не национальность, то есть это просто народ, это многонациональный народ, это очень много кочевых племен, которые, грубо говоря, объединились в ханство. Что, да, очень много разных направлений. Как они делились, что такое жузы, это все очень интересно. Быт, традиции, уважение к старшим, уважение к певцам, да, это невероятный мир, я бы сказала, отдельный. Вопрос, а ваш муж к какому жузу относится? Я, например, была младший жуз, кіші жуз. Я точно не знаю. Он говорит, но я забываю все время. Я каждый раз у него спрашиваю, и каждый раз забываю. Я знаю, что он относится к белой кости. Может, кожа. Кожа. Все, понятно. Все хорошо. Инна, теперь очень тоже важный вопрос. Вы, значит, из России переехали в Казахстан, да, в Алматы. Это ваш первый приезд или вы до этого были в Казахстане? Ну, я приезжала на несколько дней, на несколько недель, но переехала я сюда окончательно 18 ноября 2022 года, перед свадьбой. Мы расписались в августе с мужем, и стал вопрос о переезде, но мне нужно было закончить рабочие дела, передать, обучить новых сотрудников на свое место и уже окончательно переехать. И вот с тех пор я живу в Алмате. Вот вы впервые приехали в Казахстан. Что бросилось в глаза? Природа, может быть, люди? Если брать первое впечатление от Алматы в целом, то, конечно же, природа. Для меня... чтобы выехать в горы, нужно там 10 минут проехаться на автобусе или можно вообще пешком пройти. Это нечто удивительное. Природа здесь просто потрясающая. И что можно пить воду прямо из-под крана, для меня это что-то невероятное, потому что в Санкт-Петербурге такого вы себе позволить не сможете. Или что умываешься, и у тебя там кожу не стягивает. Для меня это было удивительно. А второй момент, самый удивительный от Алматы, это ощущение того, что здесь люди всегда отдыхают.
и никогда не работают, потому что если пойти в будний день в Санкт-Петербурге в торговый центр, то вы там никого не увидите практически. Там не будет ни очередей, ничего, потому что все люди находятся в каком-то таком неком рабочем процессе. А здесь каждый день как суббота. Все время, это точно. Да. И, к сожалению, очень много пробок. Это заметно, перегруженность дорог. Но в большей степени положительное впечатление от города и от людей, потому что люди здесь всегда улыбаются. Тёплые. Да, здесь больше солнечных дней, да, большую часть времени года солнышко светит. И очень много зелени в городе прям. Это вообще невероятное что-то. То есть ты идешь по центру города, даже вот здесь вот Достык, да, улица, везде деревья. Это просто потрясающе. По родине не скучаете? Нет. Ну, по людям скучаю, а именно по городу не особо. Потому что пока что здесь слишком много того, чего я еще не видела. Да. Очень насыщает город. Интересно. Впечатлениями. Вообще вы очень удивительная девушка, Инна. Я вас слушаю и думаю, надо же, родилась в России, в Санкт-Петербурге. Я просто думала, что вы начали изучать казахский, ну, как благодаря мужу. Может быть, он настоял, попросил вас говорить на казахском. А получается так, что вы были окружены казахскими ребятами, слышали речи и как для себя, как новый язык, хотели открыть этот язык. Да, на самом деле даже в большей степени не это подтолкнуло. Муж, он не настаивал, но он поддерживал. Он знает казахский язык, но не хочет на нем разговаривать почему-то. Может быть, из-за того, что особо не с кем было. Он всегда общался больше с русскоговорящими. Он очень хорошо знает английский язык. На английском с ребятами в университете разговаривал. У нас там очень много людей англоязычных, так скажем. А сам казахский язык, вот окончательное прям решение, что я буду учить казахский язык именно с Казлайн, я приняла в 2021 году, когда... Нет, в 2022 году, это было 1 января 2022 года, муж вез меня в Астану знакомиться с бабушкой и дедушкой. Они живут с дядей. Женика, это младший брат папы. И у дяди есть жена Шолпан Тати. Она прям фанат казахского языка. У нее дети разговаривают на казахском языке. Она с детьми общается на казахском языке. И она прям фанатеет. Она говорит, надо казахский знать. И я прям так загорелась. Я говорю, вот осталось бы найти школу. И она говорит, я вот знаю, я подписана, я слежу, давай иди туда, там подача интересная, и тебя там всему научат. И она мне показала, я на вас подписалась, и все. И с того момента я решила, что я буду точно учить казахский только с Казлайн. Шолпан Тати, рахмет сізге. Көп рахмет, Шолпан Тати. Что направили путь в Казлайн. Рахмет, Инна, өте қызықты. И получается так, что у вас не угасает эта мотивация, вы все хотите, продолжаете, переходите с одного уровня на второй уровень. В чем секрет вашей мотивации? Потому что люди приходят, через месяц уходят, ну, как бы забрасывают обучение. То ли сложно, то ли, не знаю, как бы у всех разные причины. Просто почему вы бесконечно этим занимаетесь? Окружение на меня очень сильно влияет на мою мотивацию, потому что взять семью, мама, папа, сестренка, муж, они между собой всегда на русском разговаривают. А сейчас многие фразы мы исключительно на казахском говорим языке. Отчасти это от того, что я учу казахский язык, они меня поддерживают. Очень радуются Ажека с Аташкой, когда я всегда с ними на казахском языке разговариваю. У них прям загораются глаза, и эта радость, она стоит того, чтобы дальше продолжать учить казахский язык. И, как я уже ранее говорила, все-таки волна популяризации языка, она идет, она чувствуется, и мне нравится быть в этой тенденции, в этом росте любви к казахскому языку. Очень нравится. Потрясающий, много фильмов начало выходить на казахском языке, в кинотеатрах на казахском языке начали фильмы показывать, да. Не знаю, музыкантов достаточно много, которые только на казахском языке поют. Скажите, кто ваш самый любимый исполнитель? Мирас Жигунусов. Это все благодаря Казлайн. В тот раз сидела на вашем месте Анна и тоже
напевала песню Мираса. Мирас вообще ең сүйікті, ең күшті әнші. Жақсы. Какие последний раз смотрели сериалы или фильмы на казахском? Я сейчас пытаюсь досмотреть сериал про Келинку. Аппахкелин. Белоснежка. Это так очень такой смешной сериал. Советую посмотреть. Потрясающий. Там очень эмоциональные люди, и такой язык интересный, и, не знаю, такой аутентичный сериал, я бы сказала. Да. Из фильмов? Из фильмов? Казахша. Я сейчас вам даже не скажу, потому что, к сожалению, в связи с переездом у меня сейчас очень мало свободного времени. Да, конечно. И мы развиваем сейчас с Жибек свой бизнес, поэтому у нас все силы уходят в работу, поэтому у меня просто нет времени, чтобы смотреть. Я только музыку слушаю по дороге. Классно, хорошо. Вы сказали, что у вас сейчас перерыв, да, 2 месяца? Да, и перерыв. После вы начнете заново... Да, дальше продолжу обучение. Продолжите. И сейчас, чтобы не забыть язык, как вы его поддержите? Я общаюсь с куратором, с Женерке. Это вообще моя любовь. Женерке, мен, сізге, оти. Жақсы көремін. Қатты сұйемін. Әдемі қыз. Әдемі жақсы қыз, иә? Ең жақсы мұғалім. Да, ең жақсы мұғалім. И общаюсь с бабушкой, с дедушкой, с Айжекой Саташкой на казахском языке. Да, у меня маленький сейчас словарный запас, но все, что есть, я стараюсь использовать, чтобы не забыть. Да, классно. Не забрасывайте учебу, все время что-то делаете, да, на этом языке. Да. Слушайте песни, как бы... Если есть время, что-то смотрю, интервью бывает смотрю. Все, что Козлайн выкладывает, смотрю обязательно в Инстаграме. Да. Өте жақсы. Сонымен құрметті көрермендер, біздің сұхбатымызда соңына жетіп қалды. Біздің сүйкімді де ақылды Инна жақсылап тұрып бізге өзінің оқиғасын айтып берді. Қазақ тілін қалай үйреніп жүр, қалай дамытып жүр, сіздермен бөлісіп жатыр. Міндетті түрде Иннаға жылы сөз ретінде пікір қалдырыңыздар. Инна, сізге тағы да көп рахмет. Уақыт бөлгеніңізге, келгеніңізге. Бүгінгі сұхбат өте қызықты болды деп ойлаймын. Құрметті көрермендер, міндетті түрде біздің каналымызға жазылып, лайктарыңызды басып, пікірлеріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Инна, сізде бір нәрсе айтыңыз. Дорогие друзья, уважаемые слушатели, я бы хотела вам сказать, чтобы вы не останавливались в изучении казахского языка, потому что если вы начали учить казахский язык, то его нужно продолжать учить. Это невероятный язык, очень красивый, очень красочный язык. И сейчас он находится в стадии возрождения. И я бы хотела, чтобы как можно больше людей поддержало эту волну и замотивировали себя изучать казахский язык, говорить на казахском языке в семье, говорить с детьми обязательно и, наверное, больше уделять внимания и времени для казахского языка. Всем спасибо. Көп рахмет, Инна. Сізбен 100% келісем, құрметті көрермендер. Осыменен біздің сұхбат подкастымыз аяқталды. Иннаға келген үшін көп рахмет айтқым келеді. Және де құрметті көрермендер, осындай біздің кейіпкерлеріміз қазақ тілінде сөйлейтін өзге ұлт өкілдері көбейе берсін. Қазақ тілін бәріміз бірге оқи берейік, оқуды жалғастыра берейік. Сіздермен келесі сұхбатта кездескенше сау саламатта болыңыздар, аман болыңыздар.